Газеты, журналы, сборники не только на русском, но и на осетинском языке. Всего в Северной Осетии насчитывают более 60 периодических печатных изданий. Для всех сегодня праздник. 13 января – День российской печати. Именно в этот день, больше 300 лет назад, в печать вышла первая русская газета. Это стало началом отечественной журналистики и традиций, которые заложили именно печатные издания. В честь праздника состоялось и награждение журналистов, которые стали победителями конкурса на получение ежегодной премии главы республики. Конкурс проводился в нескольких номинациях. Кого выделили в этом году, расскажет Алана Тумаева. Может, какой-нибудь осетинский мальчик появится и скажет: я знаю, куда надо лететь, я обнаружил планету, схожую с Землей, и мы полетим туда. Для этого мы делаем, чтобы какой-то мальчик осетинский появился, и не один, а много их было, чтобы... Руслан Коумаев – обычный человек с планеты Земля, но он накрепко связан со Вселенной. Его имя знакомо каждому в республике. Известный ученый открыл дорогу в космос, а сегодня знакомит с бесконечной Вселенной и молодое поколение. На телеканале «Осетия Рештон» вышел документальный фильм об известном ученом Руслане Коумаеве. Автор проекта Жанна Жукаева признается: Руслан Владимирович – человек, который влюбляет в себя всех вокруг. Его энергия, любовь к делу и доброта передаются зрителю через экран. За документальный фильм старший редактор национального телеканала Жанна Жукаева получила премию главы республики в номинации «Честь и слава». Всегда приятно, когда твой труд замечают, когда его оценивают. Я думаю, любой журналист со мной согласится. Это всегда придает больше сил, больше вдохновения и большего, наверное, энтузиазма в работе. Поэтому спасибо всем тем, кто организовал этот конкурс. Спасибо тем, кто обратил внимание на работы НАЦ-ТВ. Нас сегодня было несколько человек, и все лауреаты, все победители. Спасибо тем, кто ежегодно устраивает этот конкурс и стимулирует журналистов на более плодотворную деятельность. В списке награжденных еще 2 сотрудника телеканала «Осетия Рештон» – специальный корреспондент Лариса Скаева и корреспондент Ирина Кабулова. Всего премию из рук Вячеслава Битарова получили 14 журналистов. Мероприятие проводят ежегодно, и с каждым разом оно собирает все больше желающих принять участие. Как отмечает сам руководитель региона, средства массовой информации – связующее звено между властью и обществом. Журналисты озвучивают проблемные вопросы, которые волнуют граждан, и рассказывают о работе госструктур. Трудно переоценить вашу роль в создании летописи событий, ведь вы пишете и историю. В 2020 году, когда мир столкнулся с пандемией новой коронавирусной инфекции, на средства массовой информации была возложена особая задача по всестороннему и объективному информированию населения, предотвращению распространения ложной информации, сохранению стабильности в обществе. Благодаря вашей слаженной оперативной работе жители республики ежедневно получали и получают достоверную информацию. Выражаю вам искреннюю признательность за такую важную и нужную работу. Дорогие друзья, в этот праздничный день желаю вам вдохновения, чтобы вы всегда находили те самые слова, которые дойдут до сердец читателей, зрителей и слушателей. Творческих успехов, дальнейшей реализации в профессии, благополучия и здоровья вам и вашим семьям. Как отметил Вячеслав Битаров, в республике планируют разработать программу развития профессиональных кадров в сфере журналистики. Она будет включать в себя и переподготовку, и повышение квалификации для уже работающих в профессии специалистов. Алана Тумаева, Алан Суанов. Новости Осетии.